Оль, ты не с нами? Пойдем в бар посидим. Я с таким парнем познакомилась. Закачаешься. Он друга приведет. Нет. Вик, не могу никак. Прости. Зря ты так, подруга. Ну реально хорошие ребята, с манерами. Вик, ну не обижайся. Просто пойми, мой мужчина, он меня не в баре ждет. А где? В библиотеке? 21 век на дворе, а ты все веришь, что твой на белом коне прискачет. Мне можно без коня, ставить негде. Здравствуйте. Как поживаете? Здрасте. Хорошо. Позвольте вам помочь. Нет, спасибо. Не надо. Спасибо большое. Но это вы зря. Простите. Олечка, ты поела? Ты не забывай себе готовить. Я, когда папка твой жив был, всегда ему завтраки готовила. Когда вставала, чтоб горячее все. Ой, дай бог найдется хороший мужчина. А ты нос-то не врати, 40 лет все-таки. Так в девках просидишь. Ладно, давай, пока бежать еще по делам. Алиса, включи шум дождя. Включаю шум дождя. Артур! Артурчик, я так соскучилась. Весь день думала только о том, что вечером мы снова увидимся. Ты такой красивый в этом свете. Знаешь, я так рада, что встретила тебя. Мама мне ни за что не поверит. Давай выпьем за нас. Тебе нравится туман? Мне кажется, это так романтично. Когда мы познакомились, помнишь? Был туман. Это очень хорошая примета. Я все хотела тебя спросить. А сколько ты хочешь детей? Артур, ты куда? Доброе утро, мама. Доброе утро, солнышко. Ну как ты спала? Знаешь, мне приснился сон такой нехороший. Вся в слезах проснулась. Плакала, сразу подумала позвонить. Вдруг что? Ну, хорошо, что ты в порядке. Ладно, давай, пока бежать еще по делам.
Подруга, я тебя не узнаю. Ты чё это, влюбилась? Не хотела говорить раньше времени, но да. Представляешь, я его встретила. Серьезно? Поздравляю тебя, рада. И чего ты молчишь? Он из нашего отдела? Нет. Все, ладно. Молчу. Не спугни свое счастье. Оля, у нас сроки горят, а ты ошибки делаешь. Переделать срочно! Алиса, включи шум дождя. Включаю шум дождя. Это уже 7-е наше свидание. А ты все молчишь и молчишь. Знаешь, мне так хорошо с тобой. Может, ты меня наконец поцелуешь? Ну где же он? Ты не знаешь? Да. Олечка, ты что же ты не позвонила? Я волнуюсь. Как ты добралась до дома? Ты уже спишь, что ли? Да. Ну, маме-то можно было набрать. Я сижу, не сплю, волнуюсь. Вечно ты витаешь в своих мечтах, забывая о реальной жизни. Такая взрослая, ведешь себя как ребенок, ей-богу. Такой ни один муж не потерпит. Вот твой папа, так он всегда знал, где я и с кем. Слушай, я чего звоню? Тут тетя Марина сказала, ее сын в Москве. Может, ты с ним встретишься? Знакомый человек хоть будет. Земляк, а может и понравится. Ладно, давай отдыхай, завтра поговорим. Я пока телефон его попрошу.
Алиса, шум дождя. Включаю шум дождя. Алиса, шум прибоя. Раз, два, три, четыре. Ну почему? Ну почему? Но ведь все же было так хорошо. Артур. Артур, где ты? Ну, колись. Что случилось-то? Не звонил? Да, как обычно. Я тебя лет 5 знаю, и рядом с тобой не было ни одного мужчины. Может, сама ему наберешь, ну или, не знаю, СМС кинешь. Да, а что тут такого? Не средневековье. Женщина и сама может проявить инициативу. Сказала и все. Живи дальше. Ты ничего не понимаешь. Это был лучший мой мужчина. Если лучший, то вернется. Это вряд ли. Моя мама всегда все портит. Знаешь, у меня в институте был кавалер. Но моя мама сказала, что надо учиться. И поговорила с ним так, что он исчез. Через 20 лет все повторяется. А я тебе говорила, ваши созвоны 100 раз на дню. Это ненормально. Ни один нормальный мужчина не вытерпит, сбежит. Привет, мам. Оль, ты чего так поздно? Пугаешь меня. Я думала, уже спишь. А мы только с Мариной говорили по телефону. Все, Мишка-то ее нашел уже кого-то в большом городе. Вот так, Оль, мужики не теряются. Это мы, женщины, выбираем. Выбираем. Вот так и довыбираемся. Поэтому говорю тебе, Оля, надо брать все в свои руки. Твой папка бы тоже холостой ходил. А я его сразу раз и в ЗАГС. Они такие, если их не прибрать, то другой приберет. А ты ждешь у моря погоды.
такой? Ты не заболела? Это потому, что ты шапку не носишь. В детстве, помнишь, как у тебя уши болели? Ты даже в больницу неделю лежала. Маленькая была, так плакала, так домой просилась. Все потому, что в садике шапку по глупости сняла. Наверное, поэтому до сих пор ты маму свою и не слушаешь. Все, пока, бежать надо. Да. Доченька, что ж так на сердце неспокойно? Прям заснуть не могу. Так и колотится. Я же не вечный уже. Сколько мне осталось? Вот бы знать, что ты счастлива и здорова. А может, я приеду? Утром билет возьму и к тебе. Не могу, так соскучилась. Поживу у тебя. Или насовсем. Что мне тут одной? У меня тут никого. У тебя там никого. Я прям чувствую, что тебе нужна. Только мешать не хочется. Вдруг у тебя кто появился, а тут я со своим чемоданом припрусь. Ну ты чего? Всегда ты у меня странная была. Ну ей-богу, перестань, пугаешь ты меня. Все, пожалей маму. Ложись спать. Завтра позвони, а то я быстро билет куплю. Или Мишку Маринкиного попрошу тебя проведать. Хорошо, мам. Поняла? Все, пока. Спать ложись. Ну что, молодцы, сдали в срок. Так, Оль, я тебе на почту отправила новый проект. А почему ты так выглядишь? Что случилось-то? Так, ладно, сроки горят. Приведи себя в порядок. Хорошо, что эту книгу про средневековье сдали. Ты как? Может, в бар сходим? Ребята из рекламного зовут. Эх, ну и жди своего единственного до пенсии. И вообще, гульку свою сними, так уж давно не носит. Если захочешь, приходи. Мы в баре за углом. Пока-пока. Подождите! Ну, конечно. Мне 5-й, а вам какой? Подойди ко мне, не стесняйся, будь нахальней. Надоело ждать губ твоих, и как время тает, поцелуй меня. Я не святая, мы совсем одни, нам не
Здравствуйте. Здравствуйте. Какая вы сегодня шикарная. Волосы огонь. Спасибо. Хорошего вечера. Всего хорошего. Эй, а ну прекрати! Я на тебя столько времени потратила! Прекрати! Да как же ты можешь? Я на тебя столько ночей потратила! Трус! Лучше карьеру строить, чем постоянно эти проблемы с женщинами. Ну хорошо. Ты еще пожалеешь. Я тебе покажу. Что ж ты какая? Ты сколько же ты весишь? Даже не двигаешься. Ну ладно. Хватит уже, обжегся. Не надо.